Пусть зло обойдет стороной. Сегодня в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. От улыбки станет мир светлей. Море радости и вкусных угощений подготовили к третьему дню праздника ГУР. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники нефтяной, газовой и топливной промышленности. Добрый вечер, это новости 24. В России отметили День солидарности в борьбе с терроризмом. Ежегодно по всей стране вспоминают жертв терактов, а также сотрудников правоохранительных органов, которые погибли при выполнении служебного долга. В разных городах страны проводились памятные мероприятия. Самая масштабная акция в Ингушетии была организована перед Домом культуры Назрани. В ней принял участие Юнусбек Евкуров. Репортаж Заримы Ивлеевой. Ежегодно тысячи невинных людей по всему миру страдают от рук террористов. Преступники не разделяют людей на своих и чужих. Они губят и сметают все, что оказывается на их пути. Нет и не может быть на планете людей, поддерживающих это зло, уверены жители республики, которые сегодня вышли на площадь в Назрани, чтобы выразить свою гражданскую позицию. Я думаю, любой человек, он хочет в первую очередь мира и благополучия. И я думаю, ислам – это как раз-таки религия мира и добра. И мы должны это всегда помнить и знать. Мы мусульмане, и каждой пятничной молитвы слышим, что нельзя убивать, нельзя себя убивать, нельзя других убивать. И при этом видим, нам всегда говорят, что это прямая дорога в ад. Мы занимаемся спортивной борьбой, и мы хотели пожелать, чтобы никто не занимался терроризмом и не принимал наркотики. Глава региона отметил, что любое насилие по своей сути чудовищно, и неважно, кто и по каким причинам становится его жертвой. Никто из живущих на земле не имеет права решать, кто достоин жизни, кто нет, кто лучше или выше остальных по расе, вере, позиции. С этого и начинается любой террор. Нам не надо, к сожалению, я повторяю еще раз, к сожалению, ходить за примерами в других регионах или за пределами нашей страны. Мы прошли это испытание, мы видели это зло. У нас на протяжении ряда лет, там, к примеру, с 2006 года вот по 2009 год, было порядка 60 террористических актов. Много людей погибло, многие люди пострадали, получили увечья. И самое страшное, когда это зло творят наши с вами дети. Да, кто-то любит говорить, что у террористов нет национальности, у бандитов нет национальности. К сожалению, это не так. Вчера мы открывали в Магасе школу на 1500 мест. Вот эти детишки, которые там пели стишки, песни, эти детишки, которые сидели в классе, это все наше, родное. И если из них вырастает бандит-террорист, в этом виноваты мы с вами, общество. Можно говорить, что у него нет национальности, но есть у него национальность, есть у него тейп, есть у него папа, мама, братья. К сожалению, это все есть. И сваливать вину на кого-то, на темные силы, это неправильно. И мы должны это с вами понимать. Я хочу сказать спасибо всем, кто сегодня сюда пришел. И в нашем лице, в лице нашего народа, мы говорим нет терроризму в любом проявлении. В любом проявлении. И мы имеем на это полное, к сожалению, еще раз повторяю, моральное право. Почему? Потому что мы прошли через эти испытания. И я прошу вас послушать сегодня, что скажут с этой трибуны другие люди, и прислушаться, в том числе и к ребятам, которые вышли из этого состояния, не осуждая их, а наоборот. Я всегда говорил, самое главное мужество любого человека – это признать свою ошибку. Признать свою ошибку. И послушать тех, чьи дети погибли, именно в Азат.
и понять, посмотреть, мы все одни, мы все друг другу родственники, родные, близкие. На митинге коснулись и обстановки в Республике Союз Мьянма. Глава подчеркнул, что солидарен с мнением, что по отношению к мирным гражданам-мусульманам сейчас применяется чрезмерная сила. Страдают дети, женщины, старики, сотни убитых и раненых. Все, что мы можем сегодня сделать, это объединиться в своих молитвах к Всевышнему о мире, стабильности и прекращении кровопролития в республике. Как только появится возможность, по согласованию с МИД Российской Федерации мы организуем сбор для всех желающих принять участие в оказании гуманитарной поддержки и отправим адресную помощь беженцам, как это делали и прежде для народа Сирии. Нет в республике или во всем мире людей, которые равнодушны такому процессу, как международное зло, терроризм. Никто из нас с вами не поддерживает любое злодеяние против человечества, независимо от вероисповедания. Тем более, если это происходит целых не против личности одного-двух, а целых народов. Что нам делать в этих случаях? Кто-то сидит в интернете, все призывает к чему-то. Я хочу просто предостеречь этих ребят. Есть сегодня экстремизм и терроризм. Если вы пишете в интернете что-то, не призывайте к чему-то, чтобы вас завтра за это не привлекали к ответственности. Хотим мы этого, не хотим, вы все равно к этому идете. Отсюда все начинается. И Сирия отсюда начиналась. Но если мы сегодня видим такую несправедливость по отношению к целому народу, к нашим собратьям по вере, и этот митинг тоже, когда мы говорим против терроризма, против международного терроризма в Ингушетии, мы против и такого терроризма против целого народа. Где бы это ни происходило, мы против. Конечно, мы дальше будем и отслеживать, и смотреть за этим, и соболезнования выражать, и всячески будем стараться помогать. И если будет возможность оказать гуманитарную помощь, все вместе соберемся, окажем помощь. Как мы делали и нашим братьям в Сирии. Мы несколько раз оказывали гуманитарную помощь. Да, мы не говорим об этом. Если надо, давайте будем говорить об этом. Но мы же помощь оказываем для того, чтобы политизировать это. Как я слушаю священнослужителей, левая рука не должна знать, что делает правая рука, если ты милостыню даешь. Так я понимаю. Но наша сегодня с вами помощь этим людям в молитвах. Давайте молиться за них. На митинге в Назране выступил и молодой человек, который раньше воевал на стороне запрещенного в России исламского государства на территории Сирии. Все участники митинга услышали реальную историю парня, который участвовал в военных конфликтах и понял лживость той идеологии, которая проповедуется там. Магомед прошел через адаптационную комиссию и вернулся к мирной жизни. Он не побоялся сегодня выступить здесь, с трибуны в Назране, и призвать других последовать своему примеру. Почти цаншара Сирия ханусо, так ваймолд ёжига албезем вот игр декадер вай на данный момент дынга далхалашка вайн пейт бара в первую очередь вайдай нани вай цагарчан вай пейт бери вай камун вай пейт барда солдики вай ханда дас далши ахту ваху вай исхандажи вай малдагаш да целый шират цигишке цигтам цири хана хансо цивин шутага со сабук хажа тана осхамаж дуахки арбагдат тана паргату е богдяч ханяч цанин хорим цанин хойсун хо паргату юрк сотан болбот деш авот соно услдят тан баш балбат дел этим в первую очередь ятубян. Ингушетия не раз страдала от рук бандитов, поэтому для народа День солидарности в борьбе с терроризмом не просто пустые слова. В регионе остались десятки вдов сотрудников, погибших, защищая родину от бандитов. Один из них – Абукар Костоев, которому звание Героя России присвоили посмертно. Он погиб при исполнении в страшную июньскую ночь в 2004 году. Сегодня вдова Костоева просит молодежь жить в мире и не ломать судьбы людей. В 2004 году тендацию зум хоживине бирш пабжаji сомор гиздукхуба нях ноаной мы белби истим белби дей мы белби шинами би дей ноаной
После официальной части митинга прошли акции с участием детей и молодежи. Юноармейцы стерли слово «террор» с асфальта. Это символический посыл для того, чтобы взрослые наконец стерли террор с лица земли. Свою лепту внесли и спортсмены. Бойцовские клубы объединились в борьбе против террора. Бойцовский клуб РЗ против терроризма. Зарема Ивлоева, Адам Долгиев, Новости 24. А после митинга глава региона Юнусбек Евкуров направился на Сыркорт к мемориалу памяти и славы, чтобы возложить цветы ему вечного огня и почтить память погибших минутой молчания. Там же присутствовали и сотрудники министерств, школьники, учителя, а также родственники погибших при исполнении сотрудников. Все сегодня вместе собрались показать примеры тех чудовищных террористических актов, слезы, горе родителей, которые через это прошли, уберечь нашу молодежь от радикализации неправильных, чуждых нам идеологий. И с этими словами выступили глава республики Юнусбек Евкуров. И всем вместе, единым духом, единой командой, как одна стена, мы все должны сегодня стать против этого зла, победить этот террор. Вся общественность, все жители Республики Ингушетии против терроризма решительно говорят, что в любом его проявлении решительно нет. Жители Ингушетии пережили много нападений и терактов со стороны членов незаконных вооруженных формирований. Сегодня мы говорим о жертвах тех событий. И сейчас напомним только самые громкие дела именно тех, кто проливал кровь наших земляков. Репортаж Мадины Пугоевой. В ночь на 22 июня 2004 года преступная группировка захватила Назрановский пост ДПС и прилегающий участок дороги, что позволило боевикам беспрепятственно передвигаться и убивать сотрудников полиции, проезжающих по этому маршруту. От рук бандитов тогда погибло около 80 человек, более сотни были ранены. Далее группа вооруженных людей буквально оккупировала город и захватила несколько складов с оружием. Через несколько лет после тех трагических событий на скамье подсудимых оказались 11 участников нападения на Назрань. Большинство из них получили сроки от 11 до 15 лет, а их сообщник Ильяс Ганиев в колонии строгого режима проведет остаток жизни. В ходе следствия все обвиняемые вину в совершенных преступлениях признали под давлением собранных следствием доказательств. Однако в суде они изменили свою позицию защиты и отказались от данных им ранее показаний, в том числе от признания своей вины. Перед судом предстал и Али Тазиев, он же Магас. На его совести еще одно громкое преступление – нападение на главу республики Юнусбека Евкурова, в результате которого погибло 2 человека. А сам Юнусбек Евкуров с тяжелыми ранениями был доставлен в одну из московских клиник. Ему предъявлено обвинение в совершении вооруженных нападений в июне 2004 года на объекты правоохранительных и военных структур на территории Республики Ингушетия, а также убийство сотрудника правоохранительных органов, в том числе убийство исполняющего обязанности министра внутренних дел Республики Ингушетия. За совершенные диверсии Али Тазиев получил пожизненный срок. Та же судьба постигла и организаторов взрыва у здания Назрановского РОВД. 2 марта 2010 года в ходе спецоперации Выкажева сотрудниками ФСБ были уничтожены 6 членов незаконных вооруженных формирований, в том числе и Саид Бурятский, организатор того теракта, когда террорист-смертник протаранил ворота РОВД на «Газели», груженной взрывчаткой, 400 килограмм в тротиловом эквиваленте. Взрыв прогремел в момент построения личного состава. В этом взрывном устройстве стояло 2 детонатора. Одно механическое, которое террорист сам должен привести в действие. А если его ликвидирует, то ему помогает его же подельники, которые находятся на определенном расстоянии и все это наблюдают. Пострадали не только полицейские, находившиеся в эпицентре взрыва, но и жители города, чьи дома были расположены в радиусе 200 метров от него. Десятки человек погибли, сотни были ранены. В их числе и брат Али Гадиева, чье тело опознали одним из первых. Где вот спуск, подвальное помещение, там подвал был под зданием РОВД. Вот такой вот там был бордюрчик такой небольшой. Вот за ним телефон завалился и там лежал, они его там нашли. Ну и потом впоследствии там выяснилось, что вот где он сам, фрагменты тела его, именно вот в этом месте тоже, вот они его первым вытащили,
цифру 1 присвоили, номер 1. Но на этом череда терактов на территории Ингушетии не закончилась. Спустя 3 года в Сагапшах произошел взрыв во время похоронной процессии, на которую собрались родные, близкие и коллеги погибшего накануне от рук боевиков сотрудника полиции. В результате этого теракта погибло 7 человек, еще 15 получили ранения. В момент взрыва двор Кориговых был полон соболезнующих, а отец погибшего полицейского готовился к чтению заупокойной молитвы. Я вообще представления не имел, что это такое. Потом, когда уже более-менее пришел в себя, понял, что это там очень мощный взрыв был. Люди стояли на намазе, на них мясо живое падало, люди падали в обморок, совершенно здоровые люди. Первоначально в совершении теракта подозревали Хамзата Альдиева, жителя Сунжинского района Ингушетии. Но результаты экспертизы ДНК показали 95% совпадение с ДНК родственников 29-летнего Хусейна Идилова, уроженца Чеченской Республики, сына бывшего начальника Аргунского РОВД Хамзата Идилова. На популярном видеохостинге следователи обнаружили запись, на которой видно, как участники незаконного вооруженного формирования, и среди них Хусейн Идилов, занимаются подготовкой взрывного устройства, возможно, того самого, которое было использовано при совершении теракта в августе 2012-го. Этих людей очень прошу, чтобы они остановились, чтобы они безвинных людей не губили, не расстреливали, не сжигали. Это же вообще, там, если этот день посмотрели бы вы, это ужас бы, ужас. Я не желаю это, никому не желаю такой день. Организатор этого теракта Доку Умаров в итоге тоже получил возмездие за содеянное. Доказательства его смерти позже разместили в сети интернет как убедительное свидетельство того, что ни одно совершенное членами НВФ преступление не останется безнаказанным, сколько бы времени ни прошло и где бы они ни прятались. Мазина Пугоева, Новости 24. А мы продолжаем получать репортажи от наших коллег из Мекки. Ночь под открытым небом в долине Муздалифа. Сотни тысяч паломников совершают этот ритуал. Утром уже 10-го дня отправляются бросать камни. Руслан Албагачиев расскажет и напомнит, как это было. После полного захода солнца верующие дружно направляются в Муздалифу. Время, на которое приходится ночлег в долине, это праздничная ночь. Паломник считается переночевавшим в Муздалифе, если он во второй половине ночи хоть немного находился на земле Муздалифы. Тут же в Муздалифе собирается 7 камешков, чтобы бросить их в Джума-Артуль-Акабат. Остальные камешки можно собирать в долине Минна. После полуночи мы направляемся в палаточный город Минна. Проведя ночь в Муздалифе, мы снова вернулись в долину Минна. Совершив утренний ламас, сейчас мы направляемся к следующему обряду, где нам необходимо нужно будет бросить 7 камней. Теперь путь паломника лежит в место под названием Джума-Артуль-Акабат. 3 большие стены, где совершается этот ритуал. 7 камней нужно бросить в 3-м месте по направлению из Минна в Мекку. С начала бросания первых камешков прекращается чтение лаббейка. Камешки желательно бросать правой рукой, говорить при этом «Бисмилляхи Аллаху Экбар». Бисмиллахир-рахманир-рахим, вассалату вассаламу аля сайидина Мухаммаду ва аля сахбихи аджмаин. Диалог ахияти мутса. تقنا ودزش غربن عيد دينا بنذكر حاجة بولش سي جروب يولش وهو منا جمراتش حقاشات خدا غفلت يفهموا تجي أن يالش إزك حالش تودي تيرجع إبراهيم بيهمر عليه السلام شوع اسمع بيهمر عليه السلام إيسا ديال أمر قواتش دي أن إذا سنقص حق أنا إز حواش خنا موتجي شيء تدخل وتش اسمع على از إخوة غيرتش أي دوت يهون داز أرصح ووق حياجه از دخل يتش اسمع على بيهمر عليه السلام شيديك إبراهيم بيهمر عليه السلام حيث دا تعمس ودخل وهوش قمي على ديش إلش إختيز
حينستر إبليس لحنز دال نعت خلق كان شيداز إلشة اسمع على بيهم عليه السلام شيطان إبليسا قرطو يديتا موتيجيس حتى تغن بصوب ناخه شيطان ديتش دات بصوب ناخ قرطو يديتش خانه حاجة الله ركن قاش دي واصعانة ديت ديجا موتيجير حاجة الله ركن ينس حاجة الله حديد يج عمل يس تدو هذا شيء عندنا ترى حاجة ثانية تخيل حاجة الله يولج ركن يا حلق ووركر تصديال أخيط متشقليان حسبنا بلاد كاش دال مطلع عش دوه دقة. Бросив камни, верующий отправляется совершать жертвоприношение, после чего возвращается в палаточный городок и начинается процесс частичный выход из состояния и храма. После того, как мы бросили 7 камней, можно сказать, что основные обряды хаджа уже завершены. Остается еще один. И теперь мы смело можем снять с себя и храм после того, как мы сострижем волосы на голове. Давайте. Теперь можно носить любую одежду, все запреты сняты с паломника. 11 и 12 дни месяца Зуль-Хиджа, в любое после полудня время, верующий вновь отправляется бросать камни. Расстояние от нашего палаточного лагеря до места бросания камней около 3 километров. И чтобы паломнику было удобнее туда идти, проще, власти Саудовской Аравии установили вот такие эскалаторы, на которых удобно будет перемещаться как пожилым людям, так и людям с ограниченными возможностями здоровья. Помимо удобств, организованные властями, сами же верующие выручают друг друга поливанием водой. Температура на улице плюс 45-50. Брызги воды помогают переносить такую жару с легкостью. Добравшись до места, верующие выполняют обряд, бросают по 7 камешков в 3 стены. При каждом бросании произносят Аллаху Акбар. Завершив действие 11-го дня, верующие, переночевав в палатке в долине Мина, совершают этот обряд уже в 12-й день. После чего те, кто имеет хорошее физическое здоровье, отправляются пешком в Мекку. Руслан Обогачев, Иса Хазботов, Новости 24. В парке Назрани прошли народные гуляния. Здесь благотворительные фонды республики для самого юного поколения организовали яркое шоу и вкусные угощения. Саид Куштов расскажет. Свою изюминку в масштабное праздничное мероприятие вносят юные чтецы Корана. Тут старый и млад может окунуться в праздничную атмосферу. Для этого организаторы подготовили все, что постигнет интерес детей. Конкурсы рисунков, батуты, горки, бесплатные угощения. Здесь просто буря эмоций и радости на лицах. Амина Газгиреева делится своими впечатлениями. Я очень хотела себе на лице рисунок. Выбрала именно бабочку, потому что она очень красивая. Пришла сюда с детьми, им очень понравилось, много альтернативных площадок. Больше всего, конечно же, понравился аквагрим. И вот все трое сели, простояли огромную очередь, несмотря на то, что дети они не хотят на месте стоять в этот раз, они все-таки стерпели, нарисовали кучу бабочек на лице. И вот счастливые бегают, не знаю, сколько продержатся. Мероприятие организовано благотворительными фондами республики. Волонтеры добра который год устраивают такой праздник для детей на ГУР. На площади не развернуться. Здесь по-настоящему семейный праздник, который собрал родителей вместе с детьми практически со всех уголков республики. А кто-то и сам пришел, подготовившись, заучив стишки и поздравления. Вот пришел Курбан-Байрам, светлый праздник мусульман. Все друг друга поздравляем, а души намачиваем. Не успели услышать о таком празднике, как местные ребята с друзьями уже тут. И каждый из них полон эмоций и радости. دوق عم خزيوق دوسي عم بتو تبوق خزيك عم بوقت عليه زاوس دوق يبك حمالي زاوس да через морозные аяз دوق. Джек Воробей и клоун Ольга
подзадоривают детей, устраивая им азартные игры. Ведь детский смех – это то, ради чего они приехали из соседней республики. Им с нами весело, и нам с ними веселее вдвойне, потому что детки очень шумные, детки счастливые, детки радостные. И, наверное, в этот светлый праздник это самое главное, чтобы дети улыбались, и мы стараемся нести им это добро и радость. От всей души. В числе гостей сегодня исчез Нашидов Хадис Сабиев. Он считает, что подрастающее поколение должно знать, что праздник Гурб связан не просто с проведением обряда, его нужно отмечать всем вместе. Мы должны уже с детства прививать в детях, и если мы приносим жертвоприношение, чтобы они это все видели, чтобы мы им объясняли, что это наш праздник, и для чего, как мы его празднуем, рассказали цели этого праздника. Это же жертвоприношение большое же, милостыню оказываем нуждающимся, мясо раздаем и так далее. Что в этом есть и благотворительная составляющая и так далее. Площадку для проведения культурно-массового мероприятия организаторам предоставили местные власти, которые также поддержали инициативу волонтеров. Была предоставлена площадка, обеспечена безопасность, также скорая помощь в случае возникновения ЧП. Всякие коммунальные необходимые службы тоже были привлечены, чтобы не возникало никаких проблем. Сюда пришли в основном семьи с детьми, проводить представления для детей, чтобы у них была возможность немного поразвлечься, узнать об этом празднике немного. Мы хотим, чтобы дети, подрастающее поколение, выросло с этим праздником, и чтобы они в дальнейшем, когда будут взрослыми, уже по-другому относились к этому. После такой гиперактивности нужно подкрепиться. Мы хотели, чтобы жители нашей республики отдохнули, провели приятное время в хорошей компании. Ну, вы видите, все вроде бы удалось, дети довольны. У нас там есть детская площадка, где дети развлекаются, конкурсы проводятся с призами. Здесь вот зона столовой, где каждый желающий может отведать плова, попить воды, угоститься фруктами. Сегодняшняя цель волонтеров достигнута. Сделать праздник для самых маленьких жителей региона незабываемым. Саид Куштов, Рахман Цуров, Новости 24. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники нефтяной, газовой и топливной промышленности. Свою историю День нефтяника ведет еще с советских времен. Его также празднуют в ряде бывших советских республик, газовые коммуникации которых создавались в рамках единой системы СССР. Праздник отмечают ежегодно в первое воскресенье сентября. Нефтяная промышленность включает в себя разведку нефтяных и нефтегазовых месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного газа. Труд сообщества людей всех этих процессов очень важен. От деятельности нефтяной, газовой и топливной промышленности зависит бесперебойность работы всех отраслей народного хозяйства и, конечно, комфорт жизни граждан. Ради этого нефтяники нередко рискуют собой. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.